Кабинет министров Коми приступил к реализации 55 апрельских поручений Сергея Гапликова. Они были сформированы по итогам ежегодного доклада главы Коми перед Госсоветом. Напомню, губернатор представил его парламентариям 19 апреля. В документе он обозначил программу действий правительства на ближайшие годы, которая была перефразирована в конкретное поручение. Детально о них расскажет Любовь Лапина. Уже до 1 июля Кабинету министров России нужно определиться с источником финансирования указа президента, а к 1 октября совместно с руководителями субъектов Федерации проработать выполнение поручений всех 12 национальных проектов. Это здравоохранение и образование, жилье и городская среда, а еще вопросы экологии, безопасных и качественных автомобильных дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта. Предстоит выполнить 155 президентских поручений. В Коми глава в своем апрельском докладе сформулировал 55 поручений, которые также призваны совершенствовать нашу жизнь. В докладе звучало, что необходимо обеспечить доступной медицинской помощью жителей труднодоступных населенных пунктов нашей республики. Буквально на прошлой неделе в географическом центре нашей республики Ухте введен в эксплуатацию новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем. И он как раз позволит жителям близлежащих муниципальных образований и труднодоступных населенных пунктов оказывать оперативную медицинскую помощь людям. Повышение продолжительности и улучшение качества жизни каждого конкретного жителя Коми – это основная цель, которая заложена в апрельских поручениях главы республики. Будут учтены все факторы – это и жилье, и образование, и экология, и, конечно, здоровье северян. Так, для снижения смертности от онкологических заболеваний в Коми возведут новый радиологический корпус, а еще появится детский перинатальный центр и новое хирургическое отделение. Будет продолжена и программа «Земский доктор». То, что возрождается, в общем-то, получает новое дыхание программа «Земский доктор», в рамках которой сегодня врачи получат миллион подъемный и фельдшера это 500 тысяч рублей. Для нас, для Усинского района, это очень актуально и важно. Мало того, мы сегодня в рамках этого работаем совместно с Околкоми. И, наверное, все вы знаете, что будет строиться 2 амбулатории в Мутном материке и в Шиле Божьем. Это позволит закрепить непосредственно как раз специалистов на селах. Еще одно поручение главы Коми – обновление ветхих школ. Сейчас в республике таковых 22 учебных заведения. Задачу сразу не решить, и потому принято решение – начать с райцентров. Где-то учреждения образования уже возводят, где-то разыграны конкурсы, а где-то строительство уже близко к завершению. Так, в этом году сдадут долгожданную школу в Сыктывкарском микрорайоне «Орбита». Это первый масштабный проект в республике за последние 20 лет. На очереди новое образовательное учреждение в столичном поселке Краснозатонский. Еще один школьный новострой появится в Визинге, райцентре Сысольского района. Там уже определен подрядчик, который будет возводить здание. Школа на 400 мест должна быть сдана к 2020 году. На очереди Помоздина, Усть-Кулом и Часово. Республика Коми вошла во все приоритетные проекты с федеральным финансированием. Ключевая задача здесь – уйти от второй смены. Поэтому в ближайшие 3 года планируется построить 8 новых школ. Комплексный подход к решению острых социальных вопросов с упором на развитие образования, социальной защиты населения, медицины и культуры позволит заложить долгосрочный фундамент для здорового общества. Ведь главная задача любого государства – обеспечить достойные условия рождения и жизни будущих поколений. Именно так апрельские поручения главы Коми комментирует зампред правительства республики, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова. Апрельские поручения конкретизируют завершение проектов внедрения качественной системы учета мер социальной поддержки в республике. Эта система называется ЕГИСО. Для того, чтобы оценить полноценность и при необходимости добавить меры, которые сегодня действительно требуются в качестве нуждающимся отдельным категориям граждан и неполноценно. А может быть, какие-то есть, но не работают. Поэтому мы эту работу из следующей из апрельских поручений приняли. На сегодняшний день серьезно рассматриваем все, что происходит с мерами государственной поддержки разных категорий населения. Мы будем сегодня оценивать их полноценность вместе с представителями общественности, депутатского корпуса. И не исключено, что в этой связи потребуется развитие социального законодательства Республики Коми.
Даже сельская школа не должна уступать городской по уровню подготовки учащихся. Особое внимание уделено и культуре. Как подчеркивает вице-премьер, поручение нацелено на улучшение условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности. Речь, конечно, идет о создании культурно-досуговых организаций в сельских поселениях, а еще музейных комплексов, библиотек, обеспечении детских, музыкальных, художественных и хореографических школ и училищ. Средства республика будет вкладывать и в создание новых мест в детских садах. На эти цели только Сыктывкар получил более 33 миллионов рублей. Деньги будут потрачены на переоборудование помещений в дошкольных учреждениях. Свои суммы получат также Ижемский, Карткировский и Усть-Куломский районы. Всего же в рамках апрельских поручений главы Коми в ближайшие 2 года в дошкольных учреждениях республики появится примерно 735 новых мест. Муниципалитетам предстоит наверстать то, что было упущено много лет назад. Такое мнение высказывают многие руководители городов и районов. Мэр Воркуты Игорь Гурьев, к примеру, комментируя апрельские поручения Сергея Гапликова, отмечает, к решению своих задач власти Заполярья уже приступили. В блоке вопросов – переселение из аварийного жилья и уплотнение поселков. В этом году мы предполагаем тоже, что будет второй этап уплотнения поселков. В прошлом году начали, в этом году мы уже отремонтировали квартиры на поселке Варгашот, почти 160 квартир. Это 7 домов, которые у нас из 12 повторно, так скажем, замерзли зимой. Была переморожена полностью система. Вот людей переселяют в отремонтированные дома этого же поселка, чтобы трагедия не случилась уже в 3-й раз. Пока муниципалитет несет серьезные расходы по содержанию пустующего жилья. Свободных квартир в Иркуте почти 4700. В год Заполярью они обходятся примерно в 160 миллионов рублей. В вопросе о приполярной Инте тоже не все так просто. Впрочем, главное для себя жители все же услышали. Их родной город будет жить и развиваться. По сравнению с Сыктывкаром я бы отметила, что Инта выгодно отличается чистотой и заботливостью. Тут, конечно, как говорится, не до жиру, но чтобы на улицах валялись бумажки и куча песка, такого нет. А глубина бюджетов этих городов – большая разница. Конечно, Инта – моногород, но и территория опережающего развития, статус которой дает определенные преференции. Сегодня параллельно развивается 3 возможных отраслевых варианта и самая большая ставка на развитие газово-промышленного сектора. Сегодня на рынке востребованы антрацит и кокс. Угли интинского типа не востребованы. С точки зрения макроэкономики надо признать, да, мы будем отходить от угольной составляющей, но постепенно. Сегодня на первый план вышла дилемма – заниматься модернизацией шахты или людьми. Мы выбрали людей. Не менее важный вопрос – развитие транспортной инфраструктуры. Без нее экономика развивается с большим трудом. И тут очень важное достижение. Власти Коми убедили Москву, что еще недостроенная трасса Сыктывкар-Нарьян-Мар должна стать федеральной. И доводы республики вполне логичны, ведь пользуются этим направлением 3 субъекта, а затраты несет только один – наш. Федерация это услышала, и вот уже принято решение. К 2026 году дорога отойдет в ведение Москвы. Теперь дело за аэропортами. По словам первого заместителя председателя правительства республики Ларисы Максимовой, аэропорты крупных городов Коми должны стать федеральными с должным централизованным содержанием. Важность развития транспортной доступности отмечает и мэр Усинска. В городе Нефтяников также запланирована реконструкция аэропорта. И здесь также возлагают большие надежды на строительство трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар. О важности транспортной доступности говорит и руководитель Усть-Куломского района. Что касается развития транспортной инфраструктуры, мы все знаем, что продолжается ремонт автомобильной дороги Сыктывкар-Усть-Кулом. Планируется ремонт в этом году понтонного моста возле села Уснем, установка нового понтонного моста в селе Вольдино. Также будет проводиться ремонт республиканских дорог в населенных пунктах района. Ну и наша задача подключиться, в том числе и по муниципальному дорожному фонду. Создание новых рабочих мест – еще одно важное для сельских территорий поручение. В Усть-Куломском районе наиболее перспективные в этом плане отрасли – сельское хозяйство и лесопереработка. На федеральном уровне уже был одобрен инвестиционный проект Коми Инвестпром. Группа компаний «Форест» из Тульской области оборудует на территории Усть-Кулома лесоперерабатывающий завод. Сегодня там работает 150 человек из местных жителей, и мы планируем, что количество рабочих мест будет увеличено до 220-230 в ближайшей перспективе. Также, сегодня у нас есть очень интересные проекты в части развития кооперации в сельском хозяйстве. Это и переработка мяса, то есть изготовление мясных полуфабрикатов, изготовление продукции, переработка молока, изготовление продукции молочной, это уже деревня Верхний Воч.
Не менее значимые направления, обозначенные в поручении главы, обеспечение жильем детей-сирот и индивидуальное строительство. А еще развитие физкультуры и спорта. Коми уже активно проводит региональные соревнования, принимает федеральные турниры, а выполнение следующего поручения главы по строительству к столетию Коми Ледового дворца даст республике еще больше поводов для гордости. Понятно, что все перечисленное – лишь часть апрельских поручений главы Коми. То, на что следует обратить внимание в первую очередь. При этом очевидно, без внимания не останутся и другие сферы, такие как наука и сельское хозяйство, развитие информационных технологий и развитие малого и среднего бизнеса. А еще строительство жилья, поддержка занятости населения, забота о многодетных и малоимущих семьях.